траурном молчании, склонив головы, в Москве хоронили внутренний туризм. Выйти на эту протестную акцию хостельеров вынудил новый законопроект. Как раз сейчас его обсуждают в Госдуме и уже приняли в первом чтении. Если его утвердят окончательно, то хостелы и мини-гостиницы, размещенные в квартирах, попадут под запрет. По всей России это сотни тысяч адресов, сотни тысяч. Ну, фактически мы вернемся к ситуации начала 90-х годов, когда у нас будут большие гостиницы, построенные изначально для оказания гостиничных услуг, и больше ничего. Формулировка в законопроекте слишком размытая, указывают его противники. В жилых помещениях нельзя оказывать услуги размещения, так по букве закона. А если это не квартира, а дом на побережье Черного моря, ведь тоже жилое помещение. А если кто-то просто приехал в гости, получается, принятие документа ударит по всем. Обратите внимание, здесь ни слова не сказано о том, должна ли эта услуга быть платной или бесплатной. То есть, если к вам из Петербурга приехали друзья, и вы оставили их у себя ночевать, вы оказываете им услугу размещения? Фактически вы нарушили закон только что. Типичные будни московского хостела. Кто-то готовит завтрак, кто-то смотрит телевизор. Койко-место 750 рублей, двухместный номер 2500. От порога до Красной площади 15 минут спокойным шагом. Гостиниц с такими ценами в районе Замоскворечья не найти. А где у нас соль-то? Соль законопроекта хостельер Анна Боровикова не понимает. Ведь депутаты утверждают, что на хостелы поступает много жалоб. Но ее соседи, напротив, написали письмо в ее защиту. То ли неправильные соседи, то ли неправильный закон. Мы наоборот вместе, мы там с соседями гоняли бомжей из подъездов, там я лично ставила домофон, мы там стараемся подъезд сами подметать, если что-то где-то увидим, убираемся Домофон и так далее. Это ваше? Домофон, да, поставила я. Постояльцы о новых правилах для хостелов не слышали, а услышав, сильно удивлялись. Я думаю, что, во-первых, это отразится на туризме достаточно ощутимо, потому что все-таки далеко не каждый себе может позволить приехать и снять гостиницу. Пенсионерка Татьяна Петрова признается, журналистов стесняется, но на пикет все равно вышла. Открытый 5 лет назад хостел теперь единственный источник дохода в семье. Среди постояльцев были и беженцы с Украины, их Татьяна Петрова размещала бесплатно, и бедные студенты, для них она делала скидки. Но скидку для ее скромного семейного бизнеса делать никто не спешит. Вы знаете, меня что удивляет, вот я уже не первой молодости и свежести человек, меня удивляет то, что наше правительство как будто глухое. И те 415 депутатов, которые приняли законопроект в первом чтении, они даже не понимают последствий, что произойдет дальше. Дальше, предсказывают хостельеры, закроется 80% хостелов. И это за 2 года до чемпионата мира по футболу. Для туристической отрасли нокаутирующий удар. Но авторы законопроекта пока непримиримы. Они сравнивают хостелы по условиям с местами лишения свободы. Без работы, но на свободе. Таким образом, только в Москве могут оказаться около 10 тысяч человек. Сергей Дик, Игорь Дорошенко, Евгений Зимин. Настоящее время.